Дорогие друзья, в честь 90-летия писателя в рамках республиканской акции «Одна страна, одна книга» приглашаю вас в путешествие по страницам романа Кабдеша Жумадилова «Тахдыр». Действие романа «Тахдыр» разворачивается в последние трети XIX века на просторах Восточного Туркестана, где Российская и Цинская империи проводят государственные границы, разделяя земли, по которым веками кочевали казахи. В основу произведения легла трагическая история реального общественного деятеля Демижана Керимбай-Улы. В первой части романа мы знакомимся с 13-летним Демижаном, сыном старейшины Керимбая. Отец привозит его в город Шаушиек, к губернатору Шиамбе, ставшим покровителем мальчика. Благодаря своим способностям подросток быстро изучает русский и маньчжурский языки, становится переводчиком и молодым перспективным чиновником. Идут года. Демижан становится зенги, волостным управляющим, отвечающим за спор податей и поддержание порядка в крае. У него появляется семья, верная спутница Биби, дети, достаток. Находясь на посту зенги, Демижан видит горе своего народа, видит жестокость правителей, видит жадность баев. Он не может оставаться равнодушным, помогает вдовам и сиротам, оказывает покровительство слабым. Народ уважает Демижана, аксакалы прислушиваются к его словам, но одновременно с этим у него появляется очень много врагов и завистников. Неумолимо движется караван времени, и грозные тучи сгущаются над головой нашего героя. В заключительной части романа по символическим названиям «Виселица» Демижан погибает, оставаясь верным своим идеям и несломленным врагами. В романе «Тахдыр» Кабдеш Жумабаев выступил как подлинный летописец судьбы казахского народа. Через жизнь Демижана он показал целую эпоху, полную тяжелых испытаний и борьбы за справедливость. Писатель вернул из забвения драматические страницы истории казахов Восточного Туркестана и сохранил для потомков память о людях, которые остались верны своему народу даже перед лицом смерти. Благодарю за внимание.